Ну как, я много говорить не умею, но скажу одно. Таких сильных людей я не видел в своей жизни. Жалко, что я не стала. Всё. С Гайде мы познакомились ровно 10 лет назад в интернете. Не было такого дня, чтобы мы с ней не общались. Мы общались каждый день. Но впервые мы увиделись 5 лет назад. Когда ей поставили диагноз, она приехала ко мне в гости. Мы не разговаривали, мы просто плакали. Мы сидели, плакали. Я ей сказала, что все будет хорошо, Кайдеш. Açıkçalar, mana biz bugün sevgili Gaydet atamızı ziyaretке geldik. Gaydet атамыз, мы вас очень любим. Сегодня мы вас хотим просто обрадовать и поздравить с такой знаменательной датой. Вы оказываете в нашей такой, скажем, да, семье уже больше 10 лет. И, иншаллах, мы надеемся, что мы будем все еще больше и больше, еще долгие годы пирогет. Onun kabul ettiniz bizim selamımızı. Bütün herkes istedi kelmeyi, но не у всех получилось. Поэтому, да. Ничего страшного. Крым бузымкы. Так что вы на любой территории. Гайде моя племянница. Мы своей семьей ее воспитывали с 2-летнего возраста. Моя мама была ей мамой, вот, потому что мама ее тоже заболела и 29 лет ушла. Гайде осталась одна с отцом, поэтому мои родители забрали ее в Ленинабад. Мы там жили, а отец в Крыму остался. И вот мы ее воспитывали. Она ходила в школу. Потом приехали в Крым. И здесь, в Крыму, жили мы все вместе дружно, друг другу помогали, все было хорошо. Но пришло несчастье в семью Гайде. Она сама заболела этой нехорошей болезнью. Сама она, конечно, была шикарной, доброй, умной, всем помогала, участвовала в благотворительных организациях. Всегда у нее всегда было и животные, которым она помогала, и всех кормила. В общем, была очень добрая, хорошая. Ну, так получилось, что, видать, на том свете хорошие люди очень тоже нужны, наверное. И вот так получилось, что она нас покинула внезапно. На байрамы мы, каждый старался что-то собрать, какой-то пакетик. На машине развозили по домам, вот этим малоимущим помогали. У нас в деревне очень много. Она такой человек была. Она человек не просто, даже если не сказать, что она была бы в этой группе, она все равно это делала бы. Она старалась всем делать добро. Она не говорила, я принесу, я вам дам, я сделаю. Она молча приносила, молча давала.
и даже не рассуждала. Всем помогала и всех жалела. Даже в больнице пишет, если я сюда попала в хирургию по блату, по протеже, ко мне такое, ну, нехорошее отношение, а что же бедным людям? Она за них переживала. А как же они здесь находятся, как же к ним относятся? Она не про себя думала. Она в тот же момент думала о других бедных людях, как к ним относятся. У меня большой круг общения с религиозными людьми, но я никого не знаю настолько глубоко искренне нравственной, какой была наша Гайде. И она взвешивала каждое свое слово, каждый свой поступок, и настолько искренне верила в то, что она будет нести ответственность за каждое слово. Гайде была очень верующим человеком, религиозным, читала намаз, постилась, и мы очень надеемся, что все ее добрые дела к ней вернутся. Гайде Тата для нас была большим примером того, что можно, несмотря ни на какие обстоятельства, время, состояние здоровья, семейных проблем, можно выделить минутку, найти то самое время для того, чтобы помочь людям. Она создавала очень много чатов, сообществ, искренне веря в то, что вот эта минутка этой заботы может действительно помочь людям. И несмотря на время, раннее утро или поздней ночью, она никогда не находила преград для этого. Гайде Тата могла всю ночь не спать, отмечая тысячи людей под публикациями. Она верила, что каждый человек, который увидит, сможет помочь больному ребенку, либо нуждающейся семье. Она искренне верила в это и всегда очень с трепетом относилась. Она научила нашу команду искренне верить в то, что мы делаем. Denize ay vurmuş bana ne, gün doğmuş çiçek açmış bana ne, benim acım aşkından sana ne, istemiyorum gelme. Гайде Тата, она всегда переживала о своем народе и о своих детях, как они останутся без нее, когда ее не будет. И мы думаем, что наш народ будет продолжать помогать ее семье и не оставит их в таком тяжелом положении. Вот. Аллах рахмет илисин. Гайде Тата была всегда очень добрым, отзывчивым, внимательным человеком. Несмотря на все свои тяготы, она всегда улыбалась. А в исламе даже улыбка считается садаха. Несмотря на все эти свои трудности, у нас есть рабочий волонтерский чат, она всегда под каждым постом ставила сердечки. Сейчас ее нет, и больше этого никто не делает. И от этого сложно, не хватает этого. Она не ленилась, она всегда всех отмечала, пыталась помочь, несмотря на то, что она, скажем так, сама не так ей все просто это было, но она не ленилась никогда. Она и днем, и ночью готова была к работе, помогать людям, своему народу. И никогда не ленилась и не отказывалась. Она всегда была готова прийти на помощь людям, своему народу. Ну, бакой дешик. Надо. Гайде, Алла рахмет елесін. Бек яқшы инсанды. Әр вақыт yüzі гүліп дұрыйды. Даже не знали, что у нее есть такая проблема. У нее, оказывается, была проблема, мы не знали. Sağ olsun, yardım eteyim diye çapaydı. Yardım eteydi hepimize. Allah rahmet eylesin. Canı cennette olsun. Ой, Гайдешка, Аллах рахмет эйлесин. Мы даже вот, мы, например, знали, что да, она приболела, но что до такой степени, конечно, очень тяжело. Она такой была человек хороший, добродушный, старалась всегда всем помочь. Вот сразу где-то что-то, где-то у кого-то она всегда туда бежала, она уже была там. Она уже всем сообщала, всем говорила, что там-то проблема, надо пойти помочь. А вот себя
когда к себе коснулся, ни у кого ни помощи не попросил, никогда никому ничего не сказала. Я Гайдешечку знаю очень-очень давно, с детства. Она всю жизнь, она и в девочках, и в молодости, и в юности всегда была такой открытый человек, душевный, гостеприимная, очень отзывчивая. Очень хороший был человек. Аллах рахмет эйлесин. Очень жалко вообще. Анашка была золотым человеком. Она безвозмездно помогала всем и каждому, кому только можно было помочь. Даже когда у нее не было сил, чтобы что-то сделать хорошего и полезного для людей, она все равно находила силы. Она была действительно самым сильным человеком, которого я знал и буду знать всю свою жизнь. Буду о ней нести память, буду нести ее свет, помогать людям, конечно, не в такой мере, как она, но хотя бы попытаюсь сделать все, что в моих силах, чтобы продолжить ее дело, ее путь, чтобы память о ней не угасала никогда. Она родила и воспитала 3 чудесных сыновей, меня, моих 2 братишек младших. К сожалению, она не успела, скажем так, вырастить полностью самого младшенького. И эта ноша теперь на мне, но в честь моей Анашки я сделаю все, что в моих силах, чтобы сделать его человеком так, как сделала из меня человека она. Я считаю, что моя Анашка Рамитле зайдет в рай с гордо поднятой головой, зная, что она сделала все, что нужно в этой жизни, достойного и ценного для людей. Она о себе очень редко думала, к сожалению или к счастью, но она дала этому миру все, что может дать человек за свои небольшие года, сколько она прожила. И я обязуюсь, скажем так, чтобы мои братишки младшие и я были мусульманами всю жизнь, и в раю, иншаллах, мы все встретились. Гайде, помахаешь, это та тебя хочет прямо увидеть. А что это, смотрите, какая она красивая. Чего вы? Все шикарно с ней. А это наш красавчик, смотрите. Гайде Тата была самым добрым человеком из всех, которые я знал. У нее были самые добрые посты, которыми я любил зачитываться. Она останется у нас в памяти как добрый и отзывчивый человек. Бисмилля рахмани рахим. Saygılı cemaat, bugün mında toplanğanımız Gayde ablanın 7'si. Gayde o благотворительная организация dedi cemaat. Благотворительная организация «Açık Yürek». Она, ее здесь все знают, она очень много сделала нам пожертвований, садака, помогала там бедным. И она вообще оставила яркий след. Быть в этой организации и принимать активное участие. И помимо этого она мать 3 детей, которых она родила, дала им жизнь, любовь, ласку. Джаназе было большое. Спасибо ей за все, что она сделала, ребят. Енді дуасын оқиын, балалар. Бисмилля рахмани рахим. Сабби хисма раббин аля эллези халақаға сауа. Мак яне Мухаммедин эбаяха один мин риджаликум велякин Ресуллахы ва хатымин небин векен Аллаху биккулли шейін алима. Сайғылы жамаат, Алланың рахметінде болсын, Алла қабыл етсін дуасын, Алла разы болсын. Bu uyda yaşayanların da niyetleri Rabbimiz hayırsın cemaat. Ve bir hürmetiyle ilahel Fatiha. Kur'an'ın kapısı Fatiha suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Yakkın abudu ve yakkın istayin. İhdina sıratal mustakim. Sıratal lezine namt aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim ve la dalin. Amin. Bir rahmetki ya erhamer rahimin. Allah kabul etsin baba. Не видно, не видно. Ой. Очень неожиданно. О ней можно говорить много и говорить только хорошее. Нам многое надо у нее поучиться.
Она боялась обидеть человека. Она очень серьезно относилась к словам. Сейчас я больше всего жалею, что я ей многое не досказала. Когда-то так быстро все случилось. Ее можно сравнивать, знаете, как с чистой водой. Вот прозрачная, чистая вода. Вот такая она и была. Я о Гайде могу сказать только хорошие слова. Она была хорошая хозяйка. За нами всеми смотрела. Мы прожили 25 лет с ней. Мы не сказали друг другу грубого слова. Она была такая внимательная, вежливая. Сыновей 3 воспитала, хозяйка, дома порядок, все. Она у нас сама золотая была. Она нас всех любила. Пусть ей будет светлая память о нас. Ну, все хорошее. Все только хорошее. Плохого о ней ничего нельзя сказать. Только хорошее. Так получилось, что мы ее потеряли в ее... Не дожила она до 50 лет, даже молодой, блин. Остались 3 ее сыновей, конечно, очень хорошие мальчики, а муж у нее прекрасный. Ну, теперь будем помогать в семье, чем можем, потому что все мы ее очень любили. Она была отличной мамой и другом всему человечеству, можно сказать. За все боролась, и все ей нужно было. Поэтому вот так получилось. Внезапно она нас покинула. Теперь вот так получилось. Она многое сделала для народа. Очень жаль, что она так рано ушла. Она бы очень многое еще сделала. Мы ее будем всегда вспоминать только с добрым, хорошим словом. Алла разы olsun сенден Гайдеша.